Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И начинаем с истории ТССР. В этот день, в 1924 году, к десятилетию начала Первой мировой войны, в Казани развернулась колоссальная реконструкция. Революция, штурм Зимнего и другие были разыграны на улицах Казани. А 1 августа 1926 года вышел первый номер журнала «Азат Хатын». Журнал для женщин на татарском языке изначально издавался под названием «Сюмбике», затем был переименован в «Азат Хатын». Сейчас читателям журнал вновь знаком под названием «Сюмбике». В 1942 году в тюрьме НКВД был расстрелян татарский писатель Фатхи Бурнаш. Он был арестован за связь с Султангалиевщиной, но в 1957 году реабилитирован посмертно. В этот день, в 1995 году, Минтимер Шаймеев подписал указ о создании Департамента внешних связей президента Татарстана. Это события прошлого, сейчас о главном на сегодня. Победил коронавирус в 92. Врачам мне помогать, мне самому еще тоже приходилось делать все для того, чтобы выстоять. Секрет выздоровления самого секретного татарина Советского Союза Ильдуса Мастюкова узнала Вероника Гайнудинова. Время добрых дел. То есть вот подписано, человек приходит, забирает одну треть, а остальное мы дофасовываем в пакеты и раздаем нуждающимся. Кому помогают в Курбан-Байрам, увидела и расскажет Елена Веселова. Месяц на завершение. Сельхозпредприятия до сих пор не завершили ремонт своих комбайнов. Как в республике идет уборочная кампания, узнал Рамиль Шайдулин. Первая ласточка в спортивных забегах. Первый раз не готовился, боюсь очень, волнуюсь. Я не бегун так. Завтра в Казани пройдет старт крупнейшего всероссийского полумарафона. Готовы ли 800 татарстанцев покорять вершины? Подробности у Натальи Мезиной. В Татарстане разрешили массовые мероприятия на открытом воздухе. В соответствии с постановлением Кабинета министров с 3 августа в республике разрешается проведение досуговых, развлекательных, культурных и спортивных мероприятий с одновременным участием не более 50 человек. Обязательное условие при этом – предварительное письменное уведомление Управления Роспотребнадзора не менее чем за 7 дней до проведения. В республике за сутки подтверждено еще 2 случая смерти от коронавируса. Это жители Казани и Ютазинского района. Всего за последний день зафиксирован 31 заболевший, 4 случая завозные. Вообще в Татарстане уже подтверждено 3 факта коронавируса после возвращения с побережья Черного моря. Эпидемиологи и врачи советуют всем интересоваться ситуацией перед поездкой на отдых. Напомним, сегодня в России открывается воздушное пространство. Полеты разрешены в Великобританию, Турцию и в Танзанию. При этом после возвращения из-за рубежа обязательно нужно сдать тест на коронавирус и загрузить результат в личном кабинете на портале госуслуг. Он победил коронавирус в 92. Во временном инфекционном госпитале РКБ вылечили от ковид героя социалистического труда, ученого Ильдуса Мастюкова. Его называют самым секретным татарином страны. Разработки ученого были грозой для врагов Советского Союза, а его оптимизм смог победить и серьезный вирус. По словам врачей, это 50% секрета его выздоровления. Ильдус Мастюков сейчас уже дома и снова в строю. О победе героя труда над ковидом Вероника Гайнудинова. Я набираю скорость. Медленными, но уверенными шагами Ильдус Мастюков возвращается к активной жизни. Сразу после выписки из больницы, признается, едва стоял на ногах. Но теперь ежедневно вот так на беговой дорожке за полчаса может пройти 1,5 километра. За время болезни потерял 4 килограмма. Половину этого, говорит, уже набрал. Герой труда одержал еще одну победу. 39. Высокая температура. Слабость, недомогание. В голове какой-то туман. Вот тут ничего не хочется делать. Лежать. Вот надо было себя преодолеть, чтобы не поддаться. Где заразился, Ильдус Мастюков не знает. Почувствовал себя плохо, обратился к врачам. Компьютерная томография показала, повреждены легкие. Температура не спадала 10 дней. Попал в инфекционный госпиталь РКБ в тяжелом состоянии. Был на кислородной подушке, но и не думал сдаваться. Приходилось не только врачам мне помогать, мне самому еще тоже приходилось делать все для того, чтобы
выстоять. Бодрый настрой пациента – это уже 50% успеха выздоровления в его 92 года, говорят врачи. По словам медиков, Ильдус Мастюков – оптимист. Это им помогло в его лечении. Хороший терапевтический эффект на героического пациента произвело и переливание донорской антиковидной плазмы. Родственников во время лечения к ветерану не пускали. И сегодня они благодарят врачей за спасение. Где-то через неделю практически, что уже все неплохо, и уже отрицательный анализ, и что по КТ идет обратное развитие, улучшение картины в легких. Ну, это было действительно счастье. И когда нам сказали, что уже можно забирать домой, вот тут уже просто праздник. Ильдуса Мастюкова называют самым секретным татарином Советского Союза. Это он до конца разработал самую передовую в мире систему опознавания свой-чужой, помогающую выявить врага еще до боя. Такая система сегодня, но только в отношении вирусного врага, очень помогла бы медикам. Ильдус Мастюков уже планирует вернуться к общественной работе. Ученый, председатель организации «Герои Татарстана». Героем он и остается в любой ситуации, что еще раз и доказал в сражении с ковид. Вероника Гайнудинова, ТНВ, Казань. Дни добрых дел. В праздник Курбан-Байрам благотворительный фонд «Закят» при Духовном управлении мусульман вновь начал раздавать мясо жертвенных животных. Это ежегодная акция «Накорми нуждающегося». Так помогают малоимущим, инвалидам, сиротам и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Такие пакеты на Курбан-Байрам от благотворительного фонда «Закят» Энджи Шайдулина и ее сын Тимур получают уже не в первый раз. Наверное, уже в третий раз, наверное, где-то. Мясо вкусное? Да, конечно. У Тимура особенности здоровья, и его семья в числе тех, кто сегодня получает подарки от фонда. Кроме инвалидов, это сироты, малоимущие, люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Мясо ограничено в этом году, к сожалению, из-за сложившейся ситуации с пандемией. Если в прошлом году мы обеспечили свыше 1000 семей, то в этом году всего лишь около 700. Ежегодно в священный для мусульман праздник Курбан-Байрам фонд раздает мясо жертвенных животных тем, кто особенно нуждается. В прошлом году раздали 5 тонн. В этом из-за пандемии меньше – 3,5. Такие добрые дела уже помогли тысячам татарстанцев. Приезжают сюда со всей республики, веря, что у жертвенного мяса особые свойства. Но ведь они с молитвой все это, свой ялар закалывают, и все с молитвой, ведь я верю. Желающих много, чтобы успеть раздать. К акции подключаются волонтеры. Сейчас уже работаем. Много и тех, кто сам сдал мясо жертвенного животного, чтобы помочь нуждающимся. Все их имена указаны. То есть вот подписано, человек приходит, забирает одну треть, а остальное мы дофасовываем в пакеты и раздаем нуждающимся. К слову, в этом году мясо получают и те, кто раньше сам помогал. Одна из них – Роза Дикаева. Я не первый год, я уже 3-й год, по-моему, или 4-й даже. Первый раз беру, а так я просто полностью отдавала. Далее фонд отправится в социальное учреждение Казани. За 2 дня раздадут 700 пакетов. Елена Веселова, Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Газ подорожает, пенсия вырастет, а уволенные сотрудники получат компенсации. Последний месяц этого лета внесет в жизнь россиян ряд изменений. К чему надо быть готовым уже сегодня, о главном Наталья Мезина. Итак, с 1 августа цена за кубометр голубого топлива в Татарстане вырастет на 3%, а точнее на 17 копеек. Платить больше за голубое топливо станут как обычные граждане, так и предприятия. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Перерасчет в августе получат более 285 тысяч татарстанцев. Их максимальная прибавка составит 279 рублей. Вырастет и накопительная пенсия более чем на 9%. За перерасчетом никуда обращаться не надо, корректировка произойдет автоматически. Россияне, попавшие под сокращение из ограничительных мер, получат пособие. Сотрудникам, проработавшим в компании больше месяца, работодатели обязаны выплатить среднюю месячную зарплату за 2-й месяц со дня увольнения. Мера начнет действовать 13 августа. Отправиться в отпуск наконец-то можно за рубеж. Пока приземлиться туристы смогут только в 3 странах – Великобритании, Турции и Танзании. На начальном этапе международные авиарейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова-на-Дону. Новые тарифы ОСАГО для аккуратных водителей. С конца месяца в страховых компаниях стартует индивидуализация тарифов. Теперь цена полиса будет зависеть от наличия грубых нарушений ПДД, возраста и стажа.
Перестройка наконец-то придет и к самим строителям. В силу вступил новый перечень стандартов и правил проектирования. Сокращенный на 30% список ГОСТов уменьшит сроки строительства и стоимость объектов. Наталья Мезина, ТНВ, Татарстан. Татарстанский центр избирком зарегистрировал всех кандидатов на должность президента республики. Сегодня удостоверение кандидата получили 4. Олег Коробченко, партия Роста. Альмир Михеев, Справедливая Россия. Альфред Валиев, Коммунисты России. Владимир Сурчилов, кандидат от ЛДПР. Все они собрали в свою поддержку не менее 5% подписей муниципальных депутатов. Напомним, что 24 июля первым зарегистрированным кандидатом стал Рустам Минниханов от партии «Единая Россия». Таким образом, в предвыборной гонке на пост президента Татарстана будут участвовать 5 кандидатов. Я хочу всех нас поздравить с тем, что у нас зарегистрированы все кандидаты на должность президента Республики Татарстан. Это очень важный этап в избирательной кампании, важный этап, коллеги, в нашей с вами работе Центральной избирательной комиссии. И я благодарю еще раз всех кандидатов, что очень достойно идет общение, очень корректное, очень грамотное, эффективное общение. Также ЦИК Татарстана зарегистрировал сегодня 6-го кандидата на дополнительные выборы в Госдуму. Это Альберт Ягудин от КПРФ. В списке зарегистрированных кандидатов также Андрей Колосов от ЛДПР, Олег Морозов от «Единой России», Ильнар Сираев от «Справедливой России», Николай Барсуков от «Коммунистов России» и кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости Леонид Стражников. Напомним, в Татарстане одновременно идут 4 избирательные кампании. Выборы президента республики, дополнительные выборы в Госдуму и Госсовет и выборы депутатов органов местного самоуправления. 20 миллионов получат лучшие комбайнеры республики по гранту президента Татарстана. Об этом сегодня говорили на совещании в Доме правительства. На повестке дня несколько вопросов, но центральным стала уборочная страда, которая сейчас в разгаре. Какие районы в лидерах, узнал Рамиль Шайдуллин. Это золотистая россыпь, будущий хлеб. Прямо с поля его отвезут на элеватор. Зерно останется немного подсушить, и уже можно делать муку. До такого состояния пшеница в Заинске созрела уже к августу. В районе работает 51 комбайна в составе 8 механизированных звеньев. Урожайность очень хорошая, более 63 центнеров с гектара. Теперь остается убрать все, что удалось вырастить в районе. Больше 14 тысяч гектаров озимых, 17 тысяч ячменя. Уже 2 недели этим заняты герои полей, комбайнеры и механизаторы. Настроение хорошее, что урожай хороший, машины есть. И как раньше. Так активно в кампанию включилась почти вся республика. Об этом сегодня на совещании с участием Алексея Песошина сообщил министр сельского хозяйства. Уже обмолочено почти 14% от плана. Пока самая высокая урожайность от зимой пшеницы свыше 44 центнеров с гектара, с намолотом 541 тысяча тонн. И сегодня, как сообщил министр, в Татарстане объявлен конкурс комбайнеров на грант президента Республики Татарстан. 200 лучших получат по 100 тысяч рублей. Сейчас в лидерах среди районов Буинский, Нурлатский и Заинский. Они и начали раньше, и уже закончили уборку больше, чем на четверть. Есть и отстающие. Кто-то еще не закончил ремонт, а кому-то выезжать еще не время. Наши северные районы по объективным причинам к массовой уборке приступят на предстоящей неделе. Все потому, что в холодной зоне зерновые созревают позже. Поэтому, например, в Верхнеуслонском и Камско-Устинском районах пока убрали около 10%. Колосья выросли до нужных размеров, налились силой, но убирать их пока рано. Ряд районов хочет завершить уборку до конца лета, когда хлеб окончательно дозреет. Для ускорения работ министр рекомендовал пользоваться зерносушильнями и элеваторами республики. Каждый может просушить более 90 тысяч тонн зерна в сутки, и все они готовы к приемке урожая. Рамиль Шайдуллин, Елена Маврина, Денис Ипатов, Вадим Илларионов, ТНВ, Заинский район, Казань. Не менее жаркая пора наступает и у театров. Начинается новый сезон, билеты уже в продаже. Перезагрузка произошла в казанском ТЮЗе. Он станет театром для семьи и откроет спектакли онлайн. В ноябре должность главного режиссера займет Родион Букаев. Уроженец Казани, в свои 43 года настоящий профессионал своего дела. В его творческой копилке театры Москвы, Петербурга, Уфы, Краснодара и других городов. Мировые фестивали, а также номинации в «Золотой маске». Пока он только пакует чемодан, чтобы переехать в Казань. Как заиграет театральный квартал в новых руках, с мастером онлайн пообщалась Наталья Мезина. Родион Тимурович, добрый день.
Неделю назад Казанский театр юного зрителя представил нового главного режиссера. Мы вас поздравляем с этой должностью. Так совпало, что ваш первый визит в театр в детстве именно был в ТЮЗ. Расскажите, сильно ли изменился театр сегодня и планируете ли вы менять его? У меня смутные в памяти представления. Я помню аквариумы, помню фойе еще до пожара. А как я буду его менять, мне нужно сначала узнать ближе актерский состав. Как в целом прошло ваше первое знакомство с театральной труппой? Не было всего коллектива, потому что кто-то еще в отпусках. Скорее, это было позитивно. В этот день приезжал президент, он прошел по всему театру. Не каждый день президенты приезжают в театр. В вашей творческой биографии театры Москвы, Петербурга, Краснодара, Магадана и десятки других городов. Скажите, в сравнении с другими театрами, какие главные достоинства или, может быть, недостатки вы уже заметили в Казанском театре? В Казанском ТЮЗе очень сильные режиссерские традиции, сильный актерский коллектив. Я смотрю спектакли онлайн, и я это тоже отмечаю. Как известно, каждый режиссер преображает театр по-своему. Поделитесь, пожалуйста, какая политика ближе вам и что ждать вашей новой труппе и зрителю от вас? Сердцевиной репертуара будут спектакли для семейного просмотра. Но это не значит, что мы будем забывать про другие. Прошедший сезон для всех театров запомнился непростой ситуацией из-за коронавируса. Скажите, как планируете возвращать зрителей и есть ли уже идеи новых проектов? Я думаю, что зрители настолько истосковались по живому театральному искусству, что достаточно просто выпускать новые премьеры. Естественно, все поняли, что без интернета никак. Поэтому, наверное, надо развивать еще и качество интернет-трансляций. Родион Тимурович, можно ли уже раскрыть секрет, какой постановкой Казанский ТЮЗ распахнет занавес для зрителей в новом театральном сезоне? Сейчас театр усиленно готовится именно к премьере по Фанвизину «Недоросль». Такое современное прочтение старой комедии. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо вам. До свидания. До свидания. 800 татарстанцев готовы покорить марафонские дистанции. Завтра в Казани пройдет 4-й всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Это крупнейший в мире полумарафон с синхронным стартом. Участвует 85 городов от Калининграда до Камчатки. Смогут ли спортсмены вписать свое имя в книгу рекордов Гиннесса? Старт изучила Наталья Мезина. До старта считанные часы. Чемпион прошлогоднего забега Ренат Кашапов торопится забрать футболку и личный номер участника. Этот полумарафон он ждал еще с мая. Из-за пандемии старт отложили. За новыми рекордами готов бежать через любые препятствия. Нет, мне не страшно, как-то некомфортно немножко будет. Конечно, любые средства, то есть они как бы затрудняют дыхание, особенно масочки, перчаточки тоже как бы, то есть все равно мы немножко потеем во время бега. Не испугались и 800 татарстанцев. Именно столько участников стартует завтра одновременно со всей Россией. 4-й всероссийский полумарафон для 120 тысяч бегунов пройдет по новым правилам. Вот так, в маске и в перчатках участники забега завтра будут идти до самого старта. Здесь столпотворение помогут избежать не только такие нанесенные разметки, но и специальный интервал. Каждые 5 секунд будут выпускать только по 5 спортсменов. Контроль безопасности за волонтерами и за медиками. Дежурить на арене будет 3 бригады скорой помощи. Кроме термометрии, мы в этом году будем проводить ЭКГ, тем более для людей, кто перенес когда-либо коронавирус. Но свежий воздух считается барьером для переноса, поэтому бояться не надо. Во время бега защитные аксессуары, конечно же, можно снять. Вот только приближаясь к финишу, надо все обязательно вернуть на свои места. Статус беговой столицы за Казанью с 2017 года, но Татарстан объединяет любителей бега уже много лет. От регулярных пробежек в парках до крупнейшего казанского марафона. Только в прошлом году он собрал 25 тысяч участников. Кроме того, за Казанью прочно закрепился и статус 3-й столицы России и спортивной столицы. Подтвердить этот статус еще раз готовы как профессионалы, так и новички. Первый раз не готовился, боюсь очень, волнуюсь. Я не бегун, так чисто себе что-то доказать. Стараюсь, конечно, готовиться, немножко расслабились, потому что не знали, будет ли вообще забег или нет. Ну, очень обрадовались, что все-таки получилось. Дистанцию спортсмены выбрали по своим силам. 1, 5, 10 и 21 километр. Главное не стать беговой столицей, а главное, чтобы все прошло безопасно. Вот такие медали участники забега получат уже завтра, но в этом году вешать их будут не на шею, а выдавать в специальных индивидуальных пакетах. С 7 утра для чемпионского забега перекроют улицу Сибгата Хакима от Дворца водных видов спорта до чаши ЗАГСа. Уже после 13 часов движение будет восстановлено. Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
В обновленном составе начала подготовку к новому сезону команда КамАЗ-Мастер. В этом году сборы проходят в Астрахани. Как чемпионы готовятся покорять новые рейды в современных условиях, узнал Алмаз Гафиетов. Катались на картинге, были юниорами, а сегодня окунулись в мир грузового ралли. КамАЗ-Мастер дает шанс проявить себя молодым спортсменам. Возможно, скоро мы услышим новые имена. Очень здорово себя показывают. Это впервые в нашей практике, чтобы именно несколько человек, 4 человека, у двоих возраст 14 лет, у двоих 19. И видно, что ребята с большим азартом, как говорится, что глаза горят, помогают, стараются. Каждая деталь на вес золота. КамАЗовцы любят большие скорости и непростые трассы, однако во время тренировок стараются беречь автомобиль от лишних поломок. Сегодня уже такой нормальный боевой встречается, очень тяжелый, со старта до финиша. В принципе, неплохой темп тоже держали весь день, старались не атаковать где-то излишне, потому что, понимаем, такой убойный доп. Нужно именно сохранить машину до финиша. Меняют технику, проверяют новшества. Процесс совершенствования не останавливается. Автомобили должны подойти к турнирам в идеальном состоянии. После финиша, чтобы все разобрать, рассмотреть внимательно, там, как говорится, под микроскопом, чтобы изменить какие-то вещи, которые были вновь введены в автомобиль, чтобы сделать их абсолютно надежными. Сами готовятся, сами ждут. Календарь выступлений в этом году поменяется. Пилоты готовы к любым поворотам. Алмаз Гафиетов, ТНВ, Астрахань. Так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». А сейчас все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. До встречи. Всем привет! Второй месяц лета подошел к концу, и мы уже на финишной прямой. Август. Ну, здесь мы точно должны оторваться по полной. А пока посмотрим, как отрываются пользователи в интернете. Это рубрика «В сети». Начнем. Казань заиграла новыми красками, причем в прямом смысле этого слова. Все больше и больше граффити появляется на улицах столицы, причем интересных граффити. На этой неделе Рустам Кубик закончил работу над очередным своим творением. Это самый большой мурал в городе. 3 недели работы, 250 литров краски и более 1000 квадратных метров рисунка. Здесь изображен школьник, который читает книгу о космосе и мечтает о том, что когда он вырастет, станет астронавтом. Люблю я вот такие граффити, красиво и со смыслом. Молодец. Кстати, это все находится напротив дома Завойского, 21. Заглядывайте. Пиар-менеджер татарского языка. Именно так я назову нашего следующего героя, потому что этот парень продвигает татарский язык в очень креативной и интересной форме. Данил Шаймулин перепевает в своем инстаграм популярные песни на татарском языке. Здесь и Shape of You, Shallow, Listen to Your Heart, Despacito и, конечно же, Небо на ладони. Мне на самом деле очень нравится. А как вам такое творчество? Мне нравится процесс создания музыки. Каждый этап создания конечного продукта уникален и оттого интересен для меня. А идею эту мне подкинула моя подруга Эльсия Хисматова во время карантина. За что ей хочется сказать огромное спасибо. И я передаю привет ей, Арману Кастаняну и рубрике «В сети». Кстати, о татарских песнях. Вот и еще одно творчество на татарском языке, которое гуляло в сети на этой неделе. Пользователи пишут, что это по заявкам жителей Хабаровска для своего нового губернатора. Напомню, песня называется «Чемоданна жей», что в переводе с татарского означает «собирай чемодан». Ну, как-то так и живем. Ну, по поводу чемодана не знаю, но в баню Михаил Дегтярев точно сходит. Если для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше,
мне придется париться с большими начальниками в бане, я с удовольствием буду это делать. Причем в новую баню, высокотехнологичную. Посмотрю пара для кожаного хозяина. Вы так любите баню, у вас все шансы стать губернатором Хабаровского края. Так что теперь знайте, если вы очень любите баню, то есть все шансы стать губернатором Хабаровского края. Дети Киргизии организовали очень классную и правильную акцию. Меня зовут Орлан. Я хочу помочь медикам и больным людям. И даю деньги из своей копилки. 2120 сом. Дети разбивают свои копилки, чтобы отдать свои сбережения на помощь в борьбе с коронавирусом. Они еще так малы, но разумнее некоторых взрослых. Молодцы. Следующее видео пришло к нам из Харьковской области, где к отдыхающим на воде неожиданно десантировались из вертолета военные. Вряд ли они проверяли наличие масок и перчаток у отдыхающих. Скорее, парни просто решили немножечко освежиться. А сейчас наша традиционная рубрика «В сети с президентом». Но ее сегодня не будет, так как президент до 8 августа находится в отпуске. Но Рустам Минниханов не забыл поздравить мусульман с Курбан-байрам. И я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Байрам белян. А сейчас топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте премьера мелодрамы «Будка поцелуев 2». А кто-то первую часть смотрел? На втором месте Танзания. Оно и неудивительно, ведь это одна из 3 стран, куда можно пока вылетать из России. И замыкает тройку бой Емельяненко и Исмаилова, который состоялся в Сочи 24 июля. Емельяненко в нокауте. Ну и напоследок вам видео из рубрики «Песни на набережной». Слушаем и наслаждаемся. И самое главное, будьте в сети. Пока. Пишет музыку уже весь двор, и мы ставим это на повтор. Ревет мотор, катит вперед, в центре уже отдыхает народ. И прибавляйся, а ты шагнул, снова на всю из колонок добру. Пара друзей, также подруг, не предам их, на сердце мечты. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. В студии София Егорова. О погоде через несколько секунд. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс, погода в Бугульме, Баблаха и Азнакаево. В предстоящие сутки будет облачно, ожидаются дожди и плюс 20-22 градуса. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге ожидается пасмурный и дождливый день, плюс 20-21 градус. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше аналогичная погода, днем до плюс 24. В Арске, Кукмаре и Балтаси небо затянет дождевыми облаками, днем плюс 18. В Болгаре, Држином и Буинске велика вероятность осадков, днем до плюс 21. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше облачно и сыро, днем 21-22 градуса выше 0. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Рост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. В Казани будет облачно и сыро. Ночью около 15 тепла, а днем до плюс 20. Ветер западный слабый, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.